Всем привет, друзья! А сегодня мы будем готовить вот такой вот бисквит, который вы можете до 3 дней в закрытой упаковке хранить в холодильнике. Ну что ж, давайте начнем готовить. Готовить бисквит. У меня 4 больших крупных яйца, 70-75 грамм. Поэтому я взяла 4 яйца. Если у вас поменьше яйца, можете 5 взять. Отделила белки, 4 белка. Начинаю взбивать до пышной пены. Добавляю щепотку соли. 180 грамм сахара. Сахар добавляем порционный, понемножку. После того, как взбились сахар с белком, добавляем также по одному желтку, 4 желтка. И также взбиваем нашу массу. Она получается у нас пушистая, плотная. Я заранее приготовила 170 грамм муки, просеяла. И вот так вот лопаточкой, чтобы наша масса не опала, по чуть-чуть, так аккуратненько перемешиваем все. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и 3 чайные ложки крахмала. Также просеиваем через сито и продолжаем замешивать все. Наша масса, тесто не должно опасть, оставаться в таком же виде пышном. Тщательно все перемешали. Берем форму, у меня форма диаметром, я взяла 22. Снизу постелила пергамент. Края приподняла, чтобы оно не растеклось. Разровняла, отправляем в духовку на 180 градусов на 30 минут. Все. Наш бисквит готов. Переворачиваем и оставляем остывать. После того, как он у нас остыл, у меня уже остыл бисквит, можно вырезать и вынимать его из формы. Только после того, как остынет. Горячим его нельзя вынимать, он может опасть. Аккуратненько вырезали с формы края ножичком и вынимаем из формы. Вот такой у нас получился бисквит, пушистый, красивый. Если понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь своими интересными рецептами, как вы делаете бисквиты и торты. Я буду пользоваться также вашими рецептами и пробовать их печь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Пока-пока, всем с наступающих, до встречи в следующем видео.